И актуальная статистика. За сутки в России зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом. Всего их 438. Выздоровело 17 человек. Объявлено также о новых мерах. С сегодняшнего дня ограничено авиасообщение практически со всеми государствами. Все школы страны по 12 апреля включительно перешли на дистанционное обучение или отправились на каникулы. В таком же режиме работают колледжи и вузы. Об особенностях удаленного обучения расскажет Хава Гагиева. Интерактивные видеотрансляции, онлайн-задания и, конечно же, чаты с учителями. Вот так вот в последнее время проходят занятия у учеников Назрановской гимназии, которые одни из первых перешли на дистанционное обучение. Впрочем, времени расслабляться ни у кого нет. Скоро экзамены, а значит, настал период усердной подготовки. Такое обучение предполагает индивидуальный подход, где каждый учащийся может задать вопросы учителю. Я распределила работу так, что на УЧИ.ру мы занимаемся именно всероссийскими проверочными работами. Уроки, которые мы должны были пройти в гимназии, я выкладываю на YouTube-канале. Дети просматривают и занимаются по ним. Самое главное для учащихся 4 классов, и в том числе для моего класса, это достойно сдать всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру. И поэтому я рекомендовала своим учащимся и заниматься на платформе УЧИ.ру именно по этим работам. Карантинные меры не повод не делать уроки. Учителя выкладывают задания на сайтах своих школ. Уже решенное домашнее ученики отправляют на проверку педагогу на электронную почту или WhatsApp. Например, ученик Хашиев Рахим, кажется, работы, видите? Он выполняет и каждый день скидывает, видите, отчитывается. Я эти работы оцениваю, я вчера сидела, все работы оценивала и выставляю оценки в журнал. По всей России ограничивают проведение массовых мероприятий, чтобы остановить распространение коронавируса. Все школы и детские сады 17 марта закрыты на карантин. Чтобы идти в ногу с учебников, для школьников планируется обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Рекомендовали несколько учебных платформ, на которые они могут зарегистрироваться и проходить свою учебную программу. Это такие, как УЧИ.ру, Я-класс, Московская электронная школа, Российская электронная школа, Мособр.ТВ, Skype. По этим платформам они зарегистрированы и проводят свою работу. Внеплановые каникулы для школьников начались давно, а до учебных осталось еще 2 дня. Хорошее время, чтобы разобраться со всей системой нового образования. Ингушский государственный университет хоть и перевели на карантин, учебных каникул у студентов не предвидится. Ребята, как и в других образовательных заведениях, будут проходить обучение дистанционно. По словам Зиудина Батыкова, проректора по учебной части, подготовка к переходу идет полным ходом. На сайт университета выкладывают лекционный материал для каждого факультета, а также контактные данные преподавателя, чтобы консультироваться и поддерживать связь. Дополнительно к этому мы выложили онлайн-курсы ведущих вузов России на наш сайт допуск, так как они нам позволили бесплатно иметь допуск к своим онлайн-курсам. Это свыше 600 курсов. Дополнительно у нас есть договора с электронными библиотеками, что тоже поможет студентам иметь допуск к литературе. Ежедневно мы получаем, буквально час назад я получил еще одно письмо от Юрайта, платформу они свою открыли, на свыше 7000 дисциплин. То есть они дают бесплатный допуск. Вопрос о дистанционном обучении – одна из актуальных тем последних дней. Кто-то считает, что достаточно собственного желания и самообучения – хороший метод поиска знаний, а кто-то уверяет, что это будущее, которое доступно нам уже сегодня. Я думаю, что это хорошая альтернатива тому, от чего пришлось отказаться, потому что учебу все-таки забрасывать нельзя, хотя я не знаю, насколько это эффективно, потому что студенты могут не доделывать ту работу, которая им полагается, либо если это уроки по скайпу, то, скорее всего, они просто могут выключать микрофоны, видео и заниматься своими делами, но в любом случае это, наверное, самый лучший выход из положения, и я надеюсь, что он принесет пользу. Нашу школу закрыли на дистанционное обучение, и мне это не нравится.
Мы ходили на уроки, слушали учителей, мне это нравилось. Необходимо время для того, чтобы люди научились, для того, чтобы обучающиеся привыкли, скажем так, к этому и извлекали максимум того, что возможно. К сожалению, идея и реализация очень часто имеют между собой большое расстояние. В общем, сколько людей, столько и мнений. Остается ждать, когда поутихнет пандемия и люди вновь смогут вернуться к своей обыденной жизни. Главное соблюдать меры предосторожности и не паниковать. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.